Театр начинается с вешалки. Первое изменение в Доме культуры, что бросается в глаза, это появление гардеробной билетной кассы. Ну и, конечно, новые дубовые двери, белая лепнина вместо позолоченной. Сейчас осталось лишь повесить люстру и уложить плитку. Строительные работы практически завершены. Обновили пожарно-охранную систему, электрическую проводку и установили современную модульную котельную. Особое внимание уделили системе пожарной безопасности. Также на окнах есть датчики. Это чтобы избежать незваных гостей. Черновые демонтажные работы давно позади. Венецианская штукатурка, укладка паркета, все напольные покрытия, ламинаты, сцену строили, гипсовую лепнину. Потолки, вы же видели, художественные, там художников специально вызывали и отливали отдельные формы и делали максимально приближенные к историческому виду. Сейчас осталось поставить мраморные подоконники. Они у нас готовые, на цехах уже вырезанные, там некоторые доделки делают. Вот через пару дней мы их поставим. Дворец культуры можно оценить уже сейчас. Центральный холл ДК украсили дорическими колоннами, установили большие пластиковые окна. Здесь будет размещаться постоянная выставка с историческим и культурным наследием Ингушетии. Не забыли и про жемчужину любого дома культуры – концертный зал. Обновили кресла, теперь они более комфортные, всего 245 посадочных мест. Освещение, современная звуковая аппаратура, новая механическая сцена. Здесь можно будет проводить камеры и эстрадные концерты, а еще принимать гастролирующие театральные труппы. Оснащение концертного зала обошлось в 7 миллионов рублей. От предыдущего ДК остались лишь стены. Масштабную реконструкцию начали в июле 2020 года по поручению главы Ингушетии. Сунжинскому дому культуры больше 65 лет. Капитальный ремонт здесь проводили всего один раз, в 1998 году. В реконструкции ДК нуждался давно. У нас раньше отопление, правда, очень холодно было для детей, для занятий детей в кружках. Очень холодно было. Ну и само здание все-таки 56-го года. Занятия для кружковой работы, кабинеты сейчас светлые. Кругом у нас вытяжки сделали, поставили кондиционеры. В общем, сейчас для работы, сейчас, мне кажется, просто стыдно не работать. Ремонтируют объект в рамках реализации мероприятий празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. ДК расширяют и добавляют что-то новое. К примеру, к банкетному залу пристроили маленькую кухню, увеличили хранилище библиотеки. За качеством следит технадзор. Замечания, как и на любом строительстве, были небольшие недочеты. Они устранялись в ходе строительного надзора. Соответственно, на данный момент замечаний никаких нет, и все работы ведутся согласно проекта и смете. Сейчас рабочие активно благоустраивают прилегающую территорию Дворца культуры. Тут планируют сделать зону отдыха и парковочную зону. Вот это задний двор, общий двор с галереей. Здесь у нас вот это место отведено для того, чтобы установить фонтан, и по кругу будет озеленение и какая-то растительность. Как вы видите, брусчатку мы уже постелили. Вот эти два крыльца задние, то есть две ступени, они полностью будут, на них полностью будет укладка мрамора и ставятся мраморные балясины и перила. Последний месяц рабочие трудятся в усиленном темпе. Есть дневная и ночная смены. В каждой не меньше 35 человек. Дворец культуры, по словам подрядчика, планируют сдать ко Дню образования республики. Хава Газикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.